Это новости экономики в прямом эфире на Якутия-24 в студии Нургуяна Иванова. Российские власти направили из резервного фонда правительства в 2019 году регионам Сибири и Дальнего Востока порядка 22 миллиардов 200 миллионов рублей на тушение лесных пожаров и поддержку пострадавших от паводков и пожаров граждан. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 2019 года. Средства были направлены в бюджеты Иркутской, Амурской, Еврейской автономной областей, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, Республики Саха-Якутия. Деньги были направлены на тушение лесных пожаров, предоставление мер поддержки гражданам, которые пострадали во время паводков и природных пожаров, на обеспечение их новым жильем, а также на компенсацию ущерба аграриям. Якутия провела сбор заявок покупателей на приобретение облигаций 2019 года в объеме 5 миллиардов рублей. Генеральным агентом выступил Московский кредитный банк, организаторами БК «Регион» и Сбербанк КИП. Отметим, что новый выпуск облигаций республики впервые стал доступен на первичном рынке частным инвесторам через мобильное приложение «Эволюция». Срок обращения займа 7 лет, номинал одной облигации – 1000 рублей. По облигациям будут выплачиваться ежеквартальные купоны. Компания «Газпром Экспорт» произвела первую поставку российского сжиженного природного газа в Монголию. Груз был отгружен в специальных криоконтейнерах в Якутске в конце октября. Объем партии составил 36 тонн сжиженного природного газа, что эквивалентно 50 тысячам кубических метров природного газа. Газ будет использован в качестве моторного топлива на муниципальном транспорте в Улан-Баторе. Всего в 2020 году ориентированный спрос на газ в Монголии может составить 8 тысяч тонн. Золотодобывающая компания «Полюс» выручила свыше 2 миллионов 700 долларов за 9 месяцев. Компания объясняет это сезонным увеличением выпуска афинированного золота на рассыпных месторождениях в третьем квартале, а также ростом производства на Куранахе, Наталке и Вернинском. Чистая прибыль «Полюса» за 3 квартала текущего года выросла в 2,5 раза в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года. Всего за 9 месяцев компания произвела более 2000 унций золота, увеличив производство более чем на 13%. По итогам текущего года «Полюс» планирует получить 2 миллиона 800 тысяч унций драгметалла. Что касается «Полюса Алдан», то компания с начала года добыла 6 тонн золота. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил более 10,5%. Значительное ускорение связывают с планомерной работой по увеличению производительности и расширению перспектив предприятия, считает в региональном Минпроме. Компания «Алроса» за год работы на Верхнемунском месторождении в республике добыла почти 1 миллион 400 тысяч карат алмазов, включая несколько уникальных камней ювелирного качества. Напомним, что компания начала промышленную добычу алмазов на Верхнем Муне в конце октября прошлого года. Объем добычи руды с начала отработки карьера составил 3 миллиона 200 тысяч тонн. Специальную печь для предварительной термической обработки золотосодержащей руды строят на участке месторождения Самолазовское в Якутии. К строительству уникального промышленного объекта здесь приступили в конце июля. На заранее выбранной площадке начали заливать фундаменты. Печь представляет собой барабан по типу тех, которые используются для получения клинкера при производстве цемента. В настоящее время печь смонтирована на опоры, отцентрована и выставлена в осях. Сейчас ведутся подготовительные работы по монтажу холодильной установки. Она нужна для охлаждения руды после обжига. Срок пробного запуска печи планируется на конец марта 2020 года. Это были все новости экономики к этому часу.